Чувашские раритеты из собрания Российского этнографического музея Санкт-Петербурга разместились ненадолго в Чебоксарах. В Национальном музее сегодня открылась выставка в рамках нацпроекта «Культура. Сохраненная красота». Событие приурочили ко Дню чувашской вышивки. В коллекции около 6000 уникальных предметов. До этого момента сокровища чувашской культуры не экспонировались вне стен музея. Это случилось впервые. Почему их стоит увидеть, расскажет Наталья Егорова. Здесь каждый предмет с историей. Некоторым экспонатам больше 200 лет. Подлинные сокровища чувашской культуры 18-го, первой половины 20 веков. С любовью и уважением собранные и сохраненные сотрудниками Российского этнографического музея. Как они говорят, чувашская коллекция в числе самых богатых. В ней около 6000 единиц. Самая большая коллекция, конечно, по русскому народу. Около 100 тысяч. Для сравнения, следующая – это коллекция народов Сибири. Музей был создан указом императора Николая II в самом конце XIX века. По задумке, в нем должны были сосредоточиться культуры всех народов, проживающих в стране. Для этого в 1902 году была даже разработана целая программа сбора предметов и информации о них. Чувашские предметы тоже одними из первых поступали. То есть были разосланы во все концы государства, во-первых, программа, анкеты, по которым программа собирания, что собирать, как собирать, и в том числе исследователи традиционной чувашской культуры, это Никольский, Зеленов, откликнулись и присылали в наш музей предметы. В коллекции нет ни одного случайного предмета. Все они имеют научную ценность. Для исследователей, этнографов одними из самых старинных сокровищ считаются вот эти рубахи. Конкретно это начало 18 века. Это женская свадебная рубаха из Курмышского уезда Симбирской губернии. От изделий более позднего периода отличается удлиненными рукавами и горловиной квадратной формы. Когда-то эта рубашка экспонировалась в Российском этнографическом музее, и, вероятно, в период обучения в Академии художеств художник Анатолий Метов ее видел и впоследствии использовал в своих произведениях. Но эта рубашка женская, свадебная, а художник использовал ее в качестве мужского костюма. Уникальна и эта свадебная кофта конца 18-го, начала 19 веков. Она сшита из старого кафтана, декорирована шелковой тесьмой, а внизу нее поясная подвеска из частей свадебного платка. Свадебные платки использовались не только женихом, но и другими участниками свадебного обряда. И у верховых чувашей они входили в состав женского костюма поезжанок. Среди раритетов также женские костюмные комплекты, бытовавшие у разных групп чувашей. Сурпаны и масмаки, полотенца, наволочка на подушку невесты и другие свадебные атрибуты, женские рубахи, поясные подвески, головные уборы, посуда. Для нас удивительные вещи. Мы на многие узоры смотрим с удивлением, потому что сегодня, в 21 веке, для нас кажутся они не характерными для Чувашии. Потому что коллекция собиралась еще в конце 19 века, в начале 20 века, когда еще не вмешивались в рукотворное мастерство чувашских вышивальщиц, какие-то дизайнерские или же технологические процессы. В Российский этномузей до сих пор приезжают этнографы из регионов страны и зарубежья. Ведь эти коллекции содержат поистине неисчерпаемые богатства для исследований. И это уникальная возможность прикоснуться к подлинному искусству народа, увидеть и удивиться. Всем, кто хочет увидеть уникальные предметы чувашской старины, стоит поспешить. Выставка будет работать всего 3 недели до 17 декабря. Наталья Егорова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.